Каждое утро – это шанс начать жизнь заново, говорил Пауло Коэльо. И неспроста мы начинаем наш утренний семейный эфир именно с этой цитаты, потому что мы призываем начать день с нашей программы, так сказать, с чистого листа, с новыми мыслями, с планами, так как всеми считается, что именно от того, как сложится ваше утро, зависит и весь день. Это «Утро Якутии», я Дарья Анкехова, приветствуем вас, дорогие наши телезрители. И, как всегда, давайте же узнаем первым делом, какая у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. В Заречной группе 16-25 со знаком плюс. В южных 20-30 градусов тепла. В Вилюйской 17-29 выше 0, в Нижнеленских 17-22. В западных районах 11-29 выше 0. В Колыме-Дигирской группе улусов до плюс 22, в Янских 10-23. На северо-западе минус 1, плюс 6. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Сегодня днем ясно, без осадков. Ветер также восточный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 25 градусов. Погода благоволит нам и позволяет проводить все больше времени на свежем воздухе. Один из вариантов утренних активностей – это выгул своего питомца, пробежка по набережной, пешая прогулка до работы или зарядка в парке. Ну или как минимум на балконе. Сегодня мы покажем несколько несложных упражнений в зале, ну а вы смело можете повторить этот комплекс на улице либо на вашем балконе. Вам для этого понадобится лишь коврик и резинка для фитнеса. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я покажу комплексную тренировку на все тело. Для первого упражнения нам понадобится фитнес-резинка. Ее можно заменить на жгут, который можно приобрести буквально в аптеке. Исходное положение. Мы располагаем нашу резиночку под коленочками. Коленки ставим на ширине плеч. Будем выполнять сгибание, разгибание в тазобедренном суставе и отведение рук в сторону. Для этого мы выводим таз назад, разгибаем, делаем вдох и на выдохе мы ручки выводим в сторону. Вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Важно в этом упражнении соблюдать, чтобы животик был втянут, поясница не имела сильного прогиба. Следующее упражнение мы выполняем в боковой планке и ее совмещаем с жимом ног. Для этого нашу резиночку мы фиксируем под коленом. Вторую ножку мы кладем в резиночку и фиксируем вторую часть тоже под коленный сустав. Исходное положение – это боковая планка. Колено притягиваем к груди, делаем вдох, на выдохе мы выполняем жим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Важно сильно не разгибаться до прямой линии. 8, 7, животик тоже втянут. 6, 5, 4, 3. Если тяжело стоять на прямой руке, мы можем зафиксироваться на локтевой сустав и выполнять то же самое упражнение. Выполняем таких тоже 15 повторений, 3 подхода. После отдыха 15 секунд мы фиксируем нашу вторую ножку также и выполняем на другую сторону. Следующее упражнение – это горизонтальная тяга. Для этого упражнения нам важно принять исходное положение, сидя на ягодицах, ножки слегка вытянуты перед собой, согнуты в коленных суставах, носочки натянуты на себя, резиночку кладем на среднюю часть стопы. Можно замотать ручки, да? Можно держать прямым хватом. Делаем вдох, вытянули спинку, вытянули ручки и на выдохе мы слегка делаем жим. Соединяем наши лопатки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спинка ровная, животик втянут. Вдох, выдох. 5, 4, 3, 2, 1.
Выполняем также 15 повторений, 3 подхода с интервалом 15 секунд. Следующее упражнение – это приседание плие, но мы их скомбинируем с разведением рук в стороны. Для этого нам также понадобится наша резинка. Мы ее складываем в 2 оборота. Ножки ставим максимально широко, носочки располагаем диагонально. Ручки выводим вверх, делаем вдох, сели. На выдохе ручки развели, локти четко вниз, лопатки соединили. Вдох, встали, выдох, вдох, выдох, животик втянут, спинка ровная. Вдох, выдох, 5, выдох. Коленки четко тянутся в сторону. 4. Это не классические приседания. 3, 2, 1. Если у вас дома нет такой резинки, я советую приобрести. Это надежный друг для утренней зарядки. Всем хорошего дня! До скорых встреч! Зарядку сделали, немного проснулись, чашечку кофе выпили, ну а теперь давайте узнаем, что же произошло на территории нашей республики, страны, да и мира в целом. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С 30 мая в России вступят в силу новые правила перевода денег. Если раньше ограничений по сумме перевода для гражданина, предоставившего паспорт, не существовало, то теперь вводится лимит максимум 100 тысяч рублей. Анонимно можно будет переводить, как и прежде, до 15 тысяч рублей. Нововведение призвано помочь государству в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Отдельно оговаривается, что переводы с помощью банковских счетов несут в себе гораздо меньше рисков отмывания. Однако, несмотря на это, отправитель банковского перевода проходит полную идентификацию. Принятие закона не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Исследование показало, за что россиян чаще всего штрафуют на работе. Наиболее распространенными поводами стали нарушение рабочего режима, как опоздание, неявка, отклонение от графика, техники безопасности и ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей. Всего же система штрафов действовала на рабочих местах 42% россиян. Половина участников опроса получали штраф хотя бы раз в жизни. Реальное число россиян, страдающих хронической обструктивной болезнью легких, может достигать примерно 12 миллионов человек. Это порядка 7% взрослого населения страны. Пациенты без инвалидности не получают льготные лекарства, хотя смертность от этого недуга в 25 раз выше, чем от бронхиальной астмы. По данным Минздрава, Хобл страдают около миллиона россиян, но реальное количество больных может быть выше. Так, по результатам эпидемиологических исследований, Хобл могут страдать около 7% взрослых россиян, то есть примерно 12 миллионов человек. Строительство Ленского моста в Якутии продолжается в штатном режиме. Все основные конструкции моста прошли испытания весенним паводком. На текущий момент установлено 80 свай, которые стали частью несущей конструкции будущего моста. К сентябрю планируется возвести тело опоры. В проекте задействовано около 200 человек, половина из которых местные специалисты. Подрядчики из Якутии участвуют в переустройстве инфраструктуры и других работах. Принарядиться к Исэху могут теперь и москвичи. В столице проходит выставка продажи традиционной якутской одежды. Здесь можно приобрести холодаи, пальто, кожаные сапоги, а также изделия из меха. Всем пришедшим предлагают также примерить ювелирные украшения. Все, что нужно для встречи главного праздника народа Саха. Ярмарка открылась благодаря запросу членов якутского землячества и проходит в постпредстве. Продлится она 3 дня. Так как летом на Исэхе жарко, максимально выбираются натуральные ткани. То есть сейчас очень модно шить платья из вискозы. Они как бы не прихотливы в уходе, да. Ну вот, например, вот это, да. Платье это вискоза. Оно не капризное, то есть его можно стирать, гладить. И можно носить десятки лет.
Впереди долгожданное лето, это сезон отпусков и путешествий. О том, что пенсионерам положена компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно, знают многие. Но не все осведомлены об особенностях данного права. Сегодня в нашей программе Владислав Татаринов, сотрудник управления социальных выплат отделения социального фонда по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, как мы уже сказали, да, что об этом знают многие, но конкретно, да, по определенным каким-то моментам у людей создается очень много вопросов. Ну и первый вопрос: у какой категории пенсионеров имеется право на такой проезд? Правом компенсации расходов на оплату стоимости проезда могут воспользоваться неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера. То есть и к основным условиям предоставления компенсации это относится, первое, это проживание в районе Крайнего Севера, это вся территория нашей республики. Второе, это получение страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности. И в-третьих, пенсионер должен быть неработающим, как на момент поездки, так и на момент подачи заявления. То есть обязательно неработающий пенсионер? Обязательно. Хорошо. А как часто неработающий пенсионер может воспользоваться таким правом? Воспользоваться таким правом могут один раз в 2 года, и двухгодичный период считается в календарном порядке с 1 января года, в котором пенсионеру по поданному ему заявлению вынесли решение о компенсации. То есть, например, если пенсионер подает заявление в мае 2025 года, и по нему по заявлению выносится решение о предоставлении компенсации, то следующее право у пенсионера возникает с 1 января 2027 года. Но какими бывают виды компенсации проезда? Видов компенсации бывает 2. Первое – это предоставление специальных талонов, то есть пенсионер может подать заявление, получить талоны и обменять их на авиабилет, либо на билет на железнодорожный транспорт. И второе – это вид компенсации – это возмещение фактически произведенных пенсионером расходов, то есть пенсионер заранее покупает на свои средства билеты и далее подает на возмещение. А есть ли какая-то разница в плане именно оформления? Что проще, оформить талон или вот все-таки взять билеты и прийти получить за них компенсацию? Это уже по желанию пенсионера. То есть и то работает совершенно, так, знаете, быстро, да? Да. Нет проблем. Хорошо. А в каком порядке предоставляется компенсация проезда? Допустим, если пенсионер хочет получить проездные талоны, он может обратиться с заявлением, указать избранное место отдыха. И специальные талоны на авиационный транспорт выдаются при наличии заключенных контрактов по соответствующим направлениям. А также отделение может выдать талоны на железнодорожный транспорт. Правом на возмещение пенсионер также подает заявление, указывает избранное место отдыха и прикладывает все проездные документы. Но вот вы затронули тему направления, да? А на какие направления можно получить талоны? Направлений очень много. Охватывает направление всю республику. По внутренним рейсам действует 18 направлений, то есть из каждого населенного пункта, где есть аэропорт, пенсионер может обменять талоны на авиабилет. Также есть направления за пределы нашей республики, то есть это в центральные города России и города Краснодарского края. То есть это такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и еще много других направлений. А есть ли какие-то ограничения по категориям, по, допустим, классам обслуживания в транспорте? Да, ограничения, получается, пенсионер может воспользоваться правом на воздушный транспорт, то есть это не выше категории экономического класса, железнодорожным транспортом, не в вагоне плацкартном и автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. Выплачивается ли компенсация за проезд на воздушной подушке? Это сейчас так актуально, ну уже не прямо сейчас актуально, но в целом, да, особенно для жителей отдаленных улусов, да, кто пытается вот все-таки добраться до столицы и полететь, допустим, в отпуск в Краснодарский край там, или в центральные города. Да, учитывая вот нашу особенность нашего региона, проезд на воздушной подушке подлежит компенсации. Хорошо, но работающему населению зачастую оплачивается проезд, если даже мы улетаем за границу, да, то есть там высчитывают определенно, да, как-то. Касается ли это темы неработающих пенсионеров? Да, неработающим пенсионерам, если они захотели отдохнуть за границей, оплачивается стоимость проезда
по территории Российской Федерации. То есть, если полет совершен воздушным транспортом, пенсионеру нужно предоставить справку, так называемую справку об ортодромии. Это справка о стоимости перелета по территории Российской Федерации. Выдается она авиаперевозчиком либо уполномоченным агентством по продаже авиабилетов. Владислав, еще один вопрос. Это касается того, что, допустим, если вот наступила, да, твоя очередь на, на использование такого подобного талона, да, но вдруг ты передумал лететь, да, захотел перенести на следующий год. Право на этот проезд у тебя сохраняется или оно сгорает? Нет, пенсионеру нужно возвратить эти талоны обратно в социальный фонд, и также у него право возобновляется. То есть можно в течение следующего года еще раз воспользоваться, да? Да, это уже по желанию пенсионера. Ну и самый главный момент, как же можно подать заявление на эту компенсацию? Подать заявление на предоставление талонов можно в МФЦ по месту жительства. Подать заявление на возмещение можно через портал госуслуг и прикрепить все проездные документы. Владислав, спасибо большое. Мы желаем вам хорошего рабочего дня. И приходите к нам вновь с полезной информацией, потому что отделение Социального фонда по Республике Саха-Якутия всегда есть что нам рассказать. Спасибо. Спасибо. Говорят, все новое – это хорошо, забытое старое. А мы переначим фразу «все хорошее – это забытое старое». Старшее поколение наверняка помнит советские времена, когда шефствовали между собой промышленные и сельскохозяйственные районы. Соревновались предприятия, ездили друг к другу с концертами, обменивались передовым опытом. Было такое шефство и между Мегино-Кангаласским и Алданскими районами. И вот спустя десятки лет делегация из 25 человек, ветеранов тыла, труда, детей войны, волонтеров села Мая, съездили в город Томот Алданского района. Поездка была посвящена 80-летию Великой Победы. О том, с чем познакомились майнцы на Алданской земле, что они увидели, с кем они встретились, расскажем и покажем далее. Самым старшим в этой группе уже далеко за 80, но, несмотря на почтенный возраст, они решились на эту поездку, чтобы вспомнить молодость, встретиться с теми, с кем не виделись уже более полувека. Дорогих гостей встретили с поезда, несмотря на глубокую ночь. Учитель физкультуры, ныне пенсионер и депутат городского совета, активист женского движения Мария Черватюк и сейчас в отличной форме. С самого утра провела физкульт-минутку для гостей. Ну а далее у общественников активный обмен опытом и появление совместных планов. Мы создаем и будем выпускать журнал по истории развития женского движения в городе Томоте. У нас материал с 40-х годов. А вот в мае, как Мария Николаевна сказала, у нее материал еще с 20-х годов. Это же история. И очень-очень даже приятно, что у нас вот эта вот связь возобновляется. Общественная, волонтерская работа, точек соприкосновения много. Сегодня в Томоте активно действует волонтерское движение. И школьники, и трудовые коллективы, пенсионеры плетут сети для СВО, изготавливают свечи, запасные части для дронов. То, что сегодня Томот посещает такая группа, 25 человек, детей войны, ветеранов тыла с Мегино-Кангаласского района, нас, конечно, очень радует. И мы хотим, чтобы вот эти дружеские связи наладились и продолжились и между молодежью. То, что первыми приехали устанавливать связи ветераны, тоже не случайно. Ведь им есть что вспомнить и передать опыт подрастающему поколению. Гостям показали достопримечательности города, провели экскурсию по значимым местам Томота и пригласили на празднование Дня Асохая. Но больше всего майнцев впечатлила постановка, посвященная Великой Отечественной войне. Такая дружелюбная, очень хорошая творческая атмосфера окружила нас. И сегодня жители нас поздравили именно своей постановкой новой. И особенно мне понравилось выступление, вот участие малолетних учащихся, которые на полном серьезе
понимая всю сложность темы, раскрыли. Вот они передали атмосферу военных лет, переживания наши, потери наши, трудности в тылу. И все они это сумели передать. Старшему поколению важно, чтобы молодежь не забывала их опыт и перенимала все самое лучшее. Вдохновленные встречами на Томмотской земле, маинцы теперь ждут своих друзей с ответным визитом у себя на родине. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Томмот, Алданский район. Сегодня 28 мая. По народному календарю сегодня нельзя оставлять в раковине грязную посуду, иначе уйдет финансовый достаток. Также нельзя оставлять мусор в квартире, иначе мусор окажется в вашем кошельке. Сегодня нельзя брать в руки деньги от кого-то, иначе придется отдавать чужие долги. Бережем свои финансы, а о событиях этого дня узнаем далее. На календаре 28 мая – День пограничников России, День оптимизатора Рунета, Международный день защиты женского здоровья. По народному календарю Пахом теплый, Пахом бокогрей. В народе Пахома прозвали теплым или бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменятся рябиновым теплом. 1595 год. Заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. 1756 год. День рождения майонеза. 1858 год. Заключен русско-китайский Айгунский договор. В 1918 году декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана границы РСФСР. В 1987 году на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиса Руста. В этот день родились Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель. Эдвард Бенеш, чешский государственный и политический деятель, второй президент Чехословакии. Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар, Памфил. Последний месяц весны – это отличное время для посадки практически всех плодовых деревьев, традиционно входящие в предпочтение российских дачников. Посадить дерево не самая сложная задача. Это проще, чем вы думаете. Но чтобы, допустим, яблоня давала хороший урожай, плоды должны быть вкусными и до конца вызревать, нужно обязательно выполнить посадку строго по технологии. Доброе утро, уважаемые зрители. Вот перед вами яблони. Сеянцы яблони, они посеяны семенами весной прошлого года. Сейчас они высотой 15-25 сантиметров. Они сидят плотно, в ряду плотно, поскольку мы сеяли ягодками. Это яблоня сибирская, ягодная, маленькие ягодки у этой яблони. И они почти все проросли, хорошо проросли. Что делаем с ними дальше? Их надо пикировать на производственный свой, маленький тоже участок. То есть рассадить их на таком расстоянии, на котором можно будет их удобно выкапывать и реализовать. Вот. Сеянцы я вытаскиваю вот таким вот образом. Надо стараться не повредить корни. Вот где-то растений 5-6 выкопали, 6 растений. Как же я их высаживаю? Поскольку сеянцы маленькие, вот беру я маленький сеянец, высота 25 сантиметров, корневая система маленькая еще. Что я делаю? У меня вот такое вот простое приспособление, немножко заостренное. Это лиственничная палка,
Почему лиственничная? Потому что она достаточно крепкая. И ею можно сделать дырочку. Вот от соседнего растения отступаем сантиметров 15 и давим всей своей массой, немалой. Получилась дырочка, в которую вот таким вот образом помещаем наш сеянец. И потом с помощью этой же палочки опускаем туда в яму. Землю, чтобы был контакт почвы с корневой системой. Вот и все. Сеянец посажен. Посадим для наглядности и еще один. Берем еще один сеянец с корневой системой. Опускаем корни туда. Немножко стряхиваем, чтобы они немножко расправились. И утрамбовываем почву. Повторюсь, опять же, чтобы был контакт корневой системы. После посадок всех сеянцев все это дело, конечно, обильно поливается, чтобы облегчить им укоренение. Здесь они у меня будут находиться год-два. Плодоносить они будут при хорошем уходе. Это вот однолетние растения, да, через 2 года при хорошем правильном уходе. В конце мая и первом месяце лета природа просыпается очень активно. Это радует всех, кроме аллергиков. Пыльца растений витает в воздухе. Современная медицина располагает широким арсеналом средств для профилактики и лечения майской аллергии. Комплексный подход, сочетающий различные стратегии, позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и минимизировать проявление аллергической реакции. Доброе утро! Как облегчить аллергию весной? Для многих людей весенние солнечные дни омрачаются чиханием, кашлем, покраснением глаз и насморком. Весенняя аллергия может быть спровоцирована не только пыльцой растений, но и неправильным питанием, ослаблением иммунитета, низкой стрессоустойчивостью организма. Как же распознать сезонную аллергию? Аллергия – это ответная реакция организма на раздражающие факторы. При попадании аллергенов в организм главная задача иммунной системы – это уничтожить антигены, и она начинает усиленно с ними бороться. В результате вырабатывается белок гистамин, который является виновником всех этих неприятных симптомов аллергии. Основными аллергенами считаются химические вещества, лекарственные, растительные средства, пищевые продукты, пыль, пух, плесень и пыльца. Симптомы весенней аллергии или полиноза проявляются внезапно и сохраняются длительное время, пока не закончится цветение растений. Часто признаки полиноза путают с проявлением простуды и начинают неправильное лечение, которое только усугубляет проблему. Респираторные заболевания проходят через 7-10 дней, а при полинозе симптоматика сохраняется на протяжении месяца. В любом случае необходимо сразу обратиться к врачу и начать грамотное лечение. В большинстве случаев человек начинает принимать антигистаминные препараты, когда его начинают сильно беспокоить неприятные симптомы. Но врачи рекомендуют начинать лечение за 2-3 недели до начала буйного цветения растений. Кроме того, организм аллергика очень быстро привыкает к конкретному препарату, поэтому применяемые лекарства нужно периодически менять. Во время обострения болезни придерживайтесь простых правил. Старайтесь во время цветения растений как можно реже выходить на улицу. Гуляйте в безветренную погоду, это чаще бывает вечером. Не стоит открывать окна в период цветения растений, также не стоит сушить одежду на открытом воздухе. На нее может легко попасть пыльца. Вернувшись с улицы, нужно сразу умыть лицо. Старайтесь как можно чаще мыть руки и принимать душ, лучше контрастный. Во время обострения болезни не рекомендуется пользоваться любыми косметическими и парфюмерными средствами. Откажитесь от алкоголя, не употребляйте отвары и настой из лекарственных трав. Это тоже очень высокие аллергены. Будьте здоровы!
Природа действительно сейчас радует нас яркими красками и удивительными пейзажами, которые не перестают радовать глаз. Все вокруг оживает, весна дарит нам чудесные ароматы, длинные дни и возможность отдыхать на свежем воздухе. У каждого из нас при слове «весна» возникают свои ассоциации. Для меня весна – это в первую очередь яркие краски. Как хорошо было бы описать их, например, на якутском языке. Давайте изучать его вместе. Үтө күнінен. Сегодня мы будем учить цвета на якутском языке. В этом мне поможет Аня. Үтө күнінен. Аня, как ты думаешь, какой цвет самый яркий вот из этих? Мне кажется, красный. Правильно, я тоже так думаю. Красный цвет. На якутском это будет кыхыл. Кыхыл. Синий цвет на якутском языке состоит из двух слов и звучит как «каллан кюрэ». «Каллан» – это небо. «Кюр» – это синь. И получается у нас «каллан кюрэ». Синий как небо. Еще раз. «Каллан кюрэ». Каллан кюрэ. Молодец. Слово «зеленый» также состоит из двух слов. «От» – это трава. «Кюр» – это синь. И получается у нас «от кюрэ». Повторим еще раз это сложное слово. «От кюрэ». От кюрэ. Молодец. У тебя очень хорошо получается. И, наконец, желтый цвет. Желтый на якутском языке – это арагас. Арагас. А теперь немного поиграем. Хочешь поиграть? Да. Отлично. Давай попробуем сделать башню из этих кубиков. Я называю цвет, а ты делаешь башню из кубиков. Хорошо? Угу. Так, сначала берем кыгыл. Так. Следующий кубик у нас каллан кюрэ. Молодец. А теперь берем арагас. Отлично. И завершаем от кюрэ. Отлично. Я уверена, что вы вместе с Аней запомнили эти цвета. Мы сегодня выучили названия основных цветов на якутском языке. В следующий раз будет еще интереснее. Керсях кадери. Керсях адери. Тем временем, пока мы все восхищаемся весенней порой и прекрасной погодой, для кого-то этот период весьма напряженный и волнительный. Речь идет, конечно же, о выпускниках. Отшумели последние звонки в школах, и началась самая горячая пора для старшеклассников – сдача единого государственного экзамена. Многим кажется, что это настолько важное испытание, будто не сдать его означает завалить вообще всю взрослую жизнь. Разумеется, это не так. Наши юные коллеги узнали, что же делать, если ты не сдал ЕГЭ, а вариантов, оказывается, на самом деле немало. Что будет, если не сдать обязательный ЕГЭ? Экзамен можно пересдать в резервные дни или в следующем году. Аттестат о среднем общем образовании получают те, кто сдал обязательные предметы на минимальный балл, удовлетворительно по базовой математике или 27 баллов по профильной, а также 24 по русскому языку. Без этого выдадут только справку об окончании школы. Остальные предметы нужны только для поступления в вуз. Если не сдали один обязательный предмет, можно попробовать еще раз в резервный день. Русский язык 17 июня, базовую или профильную математику 20 июня, по всем предметам 23 июня. Если вы хотите улучшить результат, 3 или 4 июля можно пересдать один любой предмет. При этом результат предыдущей попытки аннулируется. Если не набрали минимальный балл одновременно по двум обязательным предметам, их можно пересдать осенью.
Русский язык 4 сентября, математику базового уровня 8 сентября, резервный день для сдачи ЕГЭ по обязательным предметам 23 сентября. А еще пересдать ЕГЭ можно в следующем году. Так у вас будет много времени на подготовку. При поступлении в ВУЗ вы сможете выбрать высший балл из действующих. Баллы за экзамен действуют 5 лет, включая год сдачи. Ну а теперь давайте перейдем к новостям из мира культуры. Во Владивостоке открылась интерактивная выставка «Дальний Восток. Время авангарда». Мероприятие состоялось в общественном пространстве Владивостокского филиала Третьяковской галереи. Подробности расскажет Лиана Михайлова. Более 100 репродукций произведений искусства, собранных из российских культурных учреждений и частных коллекций, представлены на этом мероприятии. В рамках выставки также запланированы лекции от экспертов, мастер-классы и тематические кинопоказы. По словам Ольги Зотовой, заведующей отделом научной и выставочной деятельности филиала, этот проект стремится показать панорамный взгляд на искусство 1920-х годов. Мы эту попытку показать панорамно авангард на Дальнем Востоке продолжили, наверное, расширили, потому что у нас это больше 10 музеев. И это представленные произведения из Национального художественного музея Республики Якутия, это Забайкальский краеведческий музей, это музеи центральные, это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, это литературный музей имени Даля. То есть эти столичные музеи, Третьяковская галерея, конечно, они дают возможность и судить и понимание того, насколько дальневосточный авангард и его художники были вписаны в общероссийский контекст. Экспозиция оформлена в интерактивном формате, позволяя гостям взаимодействовать с материалами, просматривать видео, листать страницы, рассматривать картины и фотографии, а также наблюдать за хроникой и фильмом о Старом Владивостоке. Это уже 4-я выставка, проходящая в таком формате. То есть вот эта хорошая профессиональная планка, энергия, очень большой интерес ко всему, что связано с новыми формами искусства, это все здесь есть на выставке у нас. И из Якутского музея представлены очень интересные работы Василия Беляева. Это цикл графических листов, посвященных событиям гражданской войны. Пепеляевский поход, который в том числе и в Якутии осуществился. И борьба красных, белых, борьба на самом деле за новое устройство жизни, она вот в основе этого цикла. Выставка доступна всем жителям и гостям города с 23 мая по 7 декабря. Лиана Михайлова, Владивосток. Ну а сейчас давайте перенесемся на улицу уже нашей столицы. Наверное, каждый человек хотя бы раз в своей жизни задумывался о смысле названия тех улиц, по которым он ходит или спешит на работу, в школу, возможно. Задавался вопросом, наверное, каждый из нас, почему они так названы. Одно дело просто гулять по каким-то улицам, а совсем другое по улицам, чью историю ты знаешь, мимо домов, в которых жили когда-то интересные люди. Приветствую вас, дорогие телезрители! Сейчас мы находимся на улице Петровского. Она имеет протяженность около 1,5 километров и начинается от перекрестка с проспектом Ленина и до перекрестка с улицы Чайковского. Раньше, до Октябрьской революции 1917 года, она называлась Правленской в связи с расположением на ней городского управления. Сейчас на этом месте находится театр оперы и балета. В Якутске в 1916-1917 годах в ссылке за революционную деятельность пребывал большевик Григорий Иванович Петровский. После февральской революции он был освобожден, стал комиссаром Якутии и председателем городского комитета по гражданской безопасности. Но уже в июле был переведен из Якутска на Донбасс, где работал в партийных органах. Раньше улица Петровского проходила не до проспекта Ленина, а до реального училища, где находился дом-музей Григория Ивановича. В 1970-х годах он был снесен. На улице Петровского находится много интересных зданий. Например, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, галерея зарубежного искусства, которая ранее была Якутским казначейством, театр оперы и балета, Институт проблем малочисленных народов Севера. Улица Петровского имеет очень интересную историю. Раньше она называлась по-другому и была длиннее. На сегодня у меня все. До новых встреч! Ну а сейчас вновь передаем слово нашим коллегам из информационной службы.
Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии начались выплаты гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 92,5 миллиона рублей. Уже 70 человек получили выплаты, еще 16 граждан находятся на этапе подачи документов. Всего в региональный реестр пострадавших участников строительства включено 86 человек. Эти люди вложили деньги в строительство жилья, но не получили обещанных квартир из-за того, что некоторые компании достроили дома без разрешительных документов и прав на землю. Для получения компенсации необходимо обратиться в Республиканский фонд защиты прав дольщиков по адресу город Якутск, проспект Ленина, 3/1, кабинет 726. Для консультации и предварительной записи работает телефон 31 90 39. Министры экологии и регионов страны осенью обсудят единые правила контроля и надзора. Встреча пройдет в Москве в формате трехдневной дискуссии, в том числе по вопросам, касающимся администрирования платы за негативное воздействие на природу. Методика расчета ущерба у всех одинаковая. Также примерно одинаковое количество предприятий, за которыми ведется федеральный и региональный надзор. При этом арбитражные суды наполнены исками Росприроднадзора, но региональных исков ведомство практически не видит. С 25 мая по 16 июля на федеральной автомобильной дороге Р-504 Колыма в Якутии действуют передвижные посты весогабаритного контроля. В настоящее время особое внимание уделяется участку между Чурапчинским и Татинским улусами, где дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, особенно в сезон дождей, весной, летом и осенью. Республиканский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» оказывает бесплатную юридическую помощь участникам спецвоенной операции и членам их семей. В офисе фонда консультации проводят представители военной прокуратуры, адвокатской палаты, службы судебных приставов, уполномоченных по правам человека в республике. Обратиться можно по различным вопросам, касающимся назначения мер социальной поддержки, получения выплат и розыск пропавших без вести. Прокуратура республики проводит совместный прием с военным прокурором дважды в месяц, по пятницам, по предварительной записи. Также еженедельно проводит прием юрисконсульт МФЦ в среду и пятницу, тоже по записи. И еженедельно, один раз в понедельник, в первой половине дня, адвокат адвокатской палаты. Также по согласованию ежемесячно могут провести прием и уполномоченным по правам человека, и Ассоциацию юристов. Мошенники, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов, стали рассылать сообщения в Телеграм, предлагая заработать на лайках. Если откликнуться на такого рода сообщения, аферисты предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Завоевав доверие, от гражданина потребуют выкупить товар, приобрести премиум-аккаунты или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Продолжая тему событий, хочется напомнить, что сегодня, 28 мая, отмечается Международный день защиты женского здоровья. Этот день призван привлечь внимание к такому важному вопросу, как забота о женском здоровье, в частности, о доступности медицинских обследований и услуг женскому населению. Особенно внимательно стоит относиться к женщинам в их здоровью в период их уязвимости, например, когда женщина становится матерью. Что уж говорить, если женщина – многодетная мать. Чтобы поддержать эту категорию женщин, Министерство здравоохранения республики совместно с Министерством спорта и Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики создали проект «Преображение». И сегодня у нас есть возможность узнать об этом замечательном проекте чуть поподробнее, ведь в гостях у нас организатор проекта, клинический психолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат психологических наук Мария Дмитриевна Леонтьева и участница проекта, а если быть точнее, победительница Мария Адамова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, наверное, будет к победительнице проекта. Да, Мария, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях и вообще, с чего вдруг решили принять участие в таком интересном проекте? Мои эмоции только положительные от проекта. Незабываемые яркие моменты, новые знакомства, подружилась с участницами проекта, научилась любить и принимать себя, научилась правильно питаться и полюбила спорт.
Ну вот это вот ваши эмоции уже после проекта, да? Ну а до проекта неужели этого всего не было, да? Ну и как узнали вообще, из чего вдруг решили принять участие? Однажды вечером на работе на социальных сетях я увидела сообщение, что есть такой проект преображения. Я рискнула и отправила свою заявку, да. И, к моему удивлению, через неделю на электронную почту пришло сообщение, что вы проходите первый этап и можете подходить и принять участие. Угу. Хорошо, но тогда вопрос уже к организаторам. А как вам пришла идея, из чего вдруг вы решили собрать вот многодетных мамочек и создать для них вот, ну, такое интересное пространство, где, вот, как рассказала у нас Мария, они обменялись опытом и подружились, и научились любить? Идея пришла в 2022 году и была инициирована Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики. И, слава богу, получила поддержку, да, от Минздрава. Также нам в этом начали помогать и Минспорта, и Управление физической культуры и массового спорта, потому что встал вопрос о том, как помочь многодетным матерям, как внедрить полезные, здоровые пищевые привычки и физическую активность. Да? И мы поняли, что это важно сделать через матерей, потому что это они именно ключевые люди в семейных традициях. Да? То есть, потому что являются хранительницами домашнего очага, и через них именно идет вот такое привитие детям здорового образа жизни. И это действительно наш проект подтвердил, потому что в результате проекта изменились не только наши прекрасные девушки, да, но и мужья даже похудели, постройнели, и дети привыкли к здоровой пище. Ну а вообще вот в целом, да, многодетные мамы — это же определенная категория матерей, да, которым всегда не до себя, да, можно сказать, да, это вот всегда откладываем на полочку, все детям, все супругу, работе, дополнительным каким-то, да, хлопотам и заботам, а для себя все время нет времени. Вот насколько сложно было найти этих участниц, потому что их же надо еще найти и замотивировать, прийти и потратить вот то самое небольшое время на себя любимую. Ну, здесь я хочу заметить, что несмотря на то, что наши женщины очень сильно заняты семейными заботами, но они очень активны. Поэтому было более 70 заявок, да, то есть проект получил хороший отклик, и потом девушки прошли отбор. Поэтому я думаю, что в глубине души у каждой, вот даже многодетной матери, несмотря сколько у нее детей, всегда есть стремление измениться и обратить внимание на себя. Да, вот мы видим сейчас кадры, да, из вашего проекта. Значит, девочки и спортом занимались, и про питание говорили, и, видимо, проходили какие-то психологические тренинги, да, я смотрю. Ну и вот эффект преображения мы видим уже на фотосессии, да, и счастливое лицо Марии. Мария, как вы считаете, для чего необходимы подобные проекты? Однозначно нужны такие проекты именно для многодетных мам, потому что мы, мамы, да, мы сначала думаем о благополучии и здоровье только детей, а себя мы как бы забываем, да. Поэтому такие проекты очень нужны. Они мотивируют нас, возможно, поддержка со стороны, да, других. На проекте у нас был психолог, диетолог, тренеры, и проводили разные мастер-классы. Ну а какой больше всего вам запомнился этап, лично вам? Лично мне запомнился этап, мой результат. В проекте я сбросила больше 20 килограммов. 20 килограммов сбросили? Более. Это более 20 килограммов? Это за какой срок-то? За 3 месяца. За 3 месяца 20 килограммов. Вот это да. Но это все вот в комплексе, да, получилось у вас? Ну и поэтому, наверное, стали победительницей, наверное, благодаря таким результатам, наверное, да? Это один из критериев. Хорошо. Мария, мы знаем, что по совместительству вы еще и психолог проекта, да? Что с каждой участницей, вот, возможно,
проводили вы, да, может быть, что-то определенное для себя выяснили, да, ну или отметили. Вот, может быть, у них есть что-то общее, либо наоборот, вот что-то совершенно кардинально разное их. У нас на проекте было много откровенных разговоров, групповых дискуссий, да, на психологических занятиях. И в самом начале процесса мы все обнаружили, и я, и девушки в том числе, что за такими бытовыми заботами они в какой-то момент потеряли себя, да, растворились в семье. И это могло привести вот к набору лишнего веса, допустим. Да. Но в процессе проекта и дети, и мужья с удивлением обнаружили, что их мамам есть чем заняться за пределами семьи. А сами наши прекрасные участницы поняли, что у них есть и право, и время на себя, и будь то вот занятия спортом или мастер-классы. То есть они буквально могли сказать своим детям: все, дети, да, вы сами как бы за собой следите, я ухожу вот на занятия. Ну и вот какие-то привычки у вас остались, Мария? Вот все-таки в рамках проекта-то придерживались диеты, потому что была конкретная цель, да, и поставленная задача. Осталось ли, допустим, занятия спорта в вашей жизни, правильное питание? Да, безусловно. Сейчас я уже сама занимаюсь спортом, по вечерам я бегаю. Привычки... Питание, самое главное питание. Да, привычки питания, правильного питания осталось, да. Ну, то есть этот проект кардинально поменял вашу жизнь, да? Да. Но это самое главное, потому что участие в проекте – это же временный такой этап в жизни, да? А после этого-то вроде бы возвращаешься в свое привычное, да, времяпрепровождение. И здесь, конечно, и самое главное, и время-то теперь находится, да, и на пробежки, и на правильное питание, да? Раньше я не находилась, сейчас уже. Вот здорово. Мария, ну а вот в целом, что бы вы могли посоветовать, да, нашим, допустим, телезрительницам, которые вот как Мария, допустим, да, все вот время уделяют окружающим, а на себя как-то вот пока не хватает времени? Ну, как я уже сказала, у нас были обсуждения, и в качестве рекомендаций я хотела бы озвучить выводы, к которым пришли наши девушки сами, да. Первый вот вывод – это правило кислородной маски. То есть вот правило, которое работает в самолете: сначала маску на себя, потом на ребенка, оно работает также и в жизни. То есть если у вас есть ресурсы, если вы сильные, да, в моменте, соответственно, вы также лучше поможете семье. И поверьте, на это можно найти время. Да, вот как Мария уже сказала, да. Во-вторых, мне кажется, еще важна именно социальная поддержка. Да, то есть это вы можете найти единомышленниц в социальных сетях, да, найти вот тех, кто находится в такой же ситуации, как вы, и понять, что вы не одни. И также еще правило делегирования. То есть, когда мелкие задачи можно распределить между детьми, да, то есть дети могут прекрасно приготовить сами обед, а можешь погулять там в парке с детьми. То есть не надо все тащить на себе. Да. Рядом есть люди, которые готовы помочь. Ну и еще финальный вопрос: будет ли у этого проекта продолжение? Продолжение будет, потому что проект получил очень хорошие отклики, и мы собираемся выйти на республиканский уровень. Ну, мечтаем об этом, да, чтобы как можно больше масс, больше женщин, прекрасных девушек увлекались в наш проект. Спасибо большое, Мария, спасибо большое, Мария, что посетили, две Марии у нас сегодня в студии, да, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам всего самого наилучшего, ну и, конечно же, здоровья и побольше, наверное, вот позитивных и прекрасных эмоций. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, на этом время нашего эфира подошло к концу. Действительно, время, этот час летит вообще максимально быстро. Но и сейчас, в завершении, мы хотели бы показать вам сюжет о продуктах, которые могут поднять вам настроение.
Сертифицированные диетологи перечислили 5 групп продуктов, способствующих улучшению настроения, включая лосось и бобовые. Их слова приводит издание HuffPost. По словам диетологов, ученые установили, что эмоциональное состояние и общее самочувствие зависят от правильного функционирования кишечника, так как более 90% гормона хорошего настроения, серотонина, синтезируется именно в нем. Люди, в рационе которых много полезной пищи, реже жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Те же, у кого в рационе больше обработанной сладкой еды, чаще сталкиваются с ментальными проблемами, такими как тревожность и депрессия, отметила диетолог Ума Найдо. Она посоветовала есть больше продуктов, богатых пробиотиками, например, соленые огурцы, квашеную капусту и кефир, так как они положительно влияют на микрофлору кишечника. В свою очередь, диетолог Бихайри к улучшающим настроение продуктам отнесла богатую омега-3 кислотами рыбу жирных сортов, такую как лосось, сардины, скумбрию, а также цельные злаки, бобовые и крахмалистые овощи. Эти продукты обеспечивают устойчивое высвобождение глюкозы, которая необходима для функционирования мозга. Они также стимулируют выработку серотонина, что способствует ощущению спокойствия и хорошему самочувствию, рассказала специалист. Также, по мнению Бихайри, чтобы поднять настроение, надо включить в рацион больше овощей и фруктов. Они богаты антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, которые поддерживают общее состояние здоровья, включая здоровье мозга и кишечника, объяснила специалист. В заключение Бихайри предложила обратить внимание на индейку, курицу, яйца, молочные продукты, орехи и семечки, так как эта группа продуктов способствует выработке аминокислоты триптофан, необходимой для успокоения нервной системы и производства серотонина. Таким было наше утро сегодня. Мы не прощаемся, увидимся завтра. До новых встреч.